Переулок Церетели в Беслане теперь носит имя Бесика Кудухова. Решение о переименовании было принято на 17-м заседании депутатов Собрания представителей Бесланского городского поселения. Телефонный опрос жителей показал, что значительная их часть поддерживает идею о переименовании переулка. Также 25 июля состоялись публичные слушания по указанному вопросу, где и было принято окончательное решение. Один из лучших борцов Осетии, многократный чемпион мира Бесик Кудухов, надолго останется в сердцах людей. Жители Моздокского района собрались в Доме культуры станицы Терской с целью обсудить аварийное состояние дорог. Количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом резко увеличилось. За летний период погиб один ребенок и пострадало 6 детей. На встрече жителям наглядно разъяснили правила дорожного движения. В ближайшее время по Моздокскому району проведут рейдовые мероприятия, водителей проверят на знание правил. А в преддверии нового учебного года будут установлены новые знаки дорожного движения, нанесены искусственные неровности и восстановлены пешеходные переходы. А детям покажут безопасные пути в школу и обратно. Сход был очень поучительный, беседа была откровенная. Кадры мы увидели, конечно же, ужасающие, еще раз повторюсь, говорила на сходе. Но, однако же, мы примем это к сведению и будем стараться доносить до своего населения всю информацию, которая будет способствовать тому, что как можно меньше было на дорогах у нас дорожно-транспортных происшествий. С недавнего времени от граждан стали поступать жалобы на работу контрольно-пропускного пункта Нижний Зарамак. В интернете периодически появляются видеозаписи, где люди недовольны длинными очередями на границе с Южной Осетией. Пропускная способность пункта Нижний Зарамак – 300 автомашин в сутки. Сейчас через КПП ежедневно проезжают более 1000 автомобилей. Это превышает норму почти в 3 раза. По-другому обстоит дело с грузовым транспортом. При выезде из России фура оформляется в течение 4 часов. По закону досмотр длится около 1,5 суток. Но мало кто знает, что пограничники сократили государственный норматив почти вдвое. В летний период граждане России стараются пересечь границу в самое прохладное время суток. Из-за большого наплыва транспорта и образуются пробки. Это связано с сезоном отпусков. Сотрудники контрольно-пропускного пункта советуют проходить контроль до обеда. В это время стоять в очереди почти не приходится. На пропуск одного транспортного средства уходит около 15 минут. Но за счет минимизации данного времени нам удается в большинстве случаев справляться с очередями и потоками. Также на пропуск, на скопление транспортных средств влияет реверсивное движение, которое сейчас действует через Урокский тоннель в связи с его реконструкцией.